чтобы попасть в номерные турниры и в итоге иметь возможность заключить прямой рекламный контракт со спонсором, надо победить и показать себя в селекшн, как вот только что произошло. Самое время переходить ко второму бою. Бой в легчайшем весе. Это до 61,2 килограмма. В синий угол приглашается Ибрахим Сафаров. И его соперник в красном углу Исраил Махмадов. Ну, у нас Ибрахим, представитель клуба Атеми, а Израил независимый боец. Как можно быть независимым бойцом? Ну, Без тренера? Это возможно? Я думаю, просто по каким-то причинам не указывает свой клуб, своих тренеров. Ну, из-за скромности, может быть, из-за неуверенности, что если не победит, то расстроит тренера. Всякое бывает. Уже у нас мини-брифинг прошел. Сейчас у нас началась схватка. Если верить комментариям, если верить голосованию спортсменов, зрителей, Хороший левый мидл-кик зашел сейчас. До боя парни шли совершенно на равных. Отличный перевод. Схватил на фронт-кике ногу у нас Ибрагим. И все, занял сайд-контроль, то есть боковой контроль, сбоку держит его. Но в данном случае, да, в маунт сел, вообще отличная позиция для бойца. Сейчас у И здесь Исраила... однозначно сверху это значит... Вот здесь точно, сверху это преимущество стопроцентное. Вот сейчас к нему очень плотно прижимается Израил, для того, чтобы его не били. Вот то, что у нас сейчас исполняет Ибрагим. Вот. Надо ему прижиматься и переворачивать. Не только прижиматься, а переворачивать. Обязательно, потому что рано или поздно силы подсядут, и он отдавит и будет бить в голову. Вот. Сейчас локоточком отжимает голову ему. О, отличный Ой. удар правый боковой в голову. Сейчас, ну вот, сейчас пытается перевернуть с маунта. Спортсмен из синего угла Ибрахим, ему 19 лет. Он на год младше своего соперника. Это сейчас удачное стечение обстоятельств, что он оказался сверху и доминирует? Нет, он очень хорошо вышел на него. Он прихватил ногу на фронт-кике и опрокинул его в партер. Сейчас пытается в задний кувырок уйти у нас Израил. И выйти. Вот он, да, вышел отлично за спину, да. Молодец, хорошо. Сейчас бэкмаунт надо занимать, ноги заправить. И можно атаковать его, будет душить и пытаться отломать руку. Нет, защищается очень хорошо у нас Ибрахим. Вот на шейку заправил сейчас он ему очень хорошо. Руку пошел. Лично ногу не заправил до конца, но не может его скинуть. Рюкзаком прям повис на нем. Насколько я знаю, подобная тактика нужна для того, чтобы вымотать соперника. Потому что, когда на тебе кто-то висит, силы заканчиваются с бешеной просто скоростью. Ну, вообще, борьба очень сильно. Бензин тратится на ней прямо ни с чем не сравнить. Если уж вы сегодня провели эту аналогию с бензином, то на каком топливе эти парни? 92-й, 95-й? Я думаю, на 95-м очень активно работает. Вот, из гарда пытается нанести удары ногами. Ох, правый вот боковой амплитуда, опять конечно. у нас. Еще один. Хорошо прям заходят они. Вот, сейчас правильно. У нас Израил прижался опять к нему очень плотно. И опять надо переворачивать или выходить на болевой, или на удушающий прием. Нельзя так лежать ему, потому что рано или поздно он все равно будет бить и отжимать. Ну, у нас молоточек прозвучал, сейчас через 10 секунд закончится у нас раунд. Пока у нас Израил активно защищается. Время у нас. Ему как минимум удалось дотянуть до перерыва. Да. Ну, в принципе, он неплохо вышел с маунта, выскочил за спину. Единственное, технически не смог удержаться у него на спине, слез обратно в гард. А так у него шанс был дальше большой. Если бы он заправил руку на шею, если бы он до конца закрыл удушающий, я думаю, проблемы были бы очень серьезные. То есть делать выводы о том, кто одержит победу, пока еще рано. До последнего момента все зависит от бойца и от психологической готовности его. Если боец психологически готов, можно на последних секундах прямо выиграть победу, даже проигрывая по баллам. И это мы еще даже не учитываем моменты, когда в любую секунду возможен нокаут. Каким-то даже, вот просто на удачу ударом. Да.
Важно, мне кажется, важно Лаки отметить, панч, я бы даже что сказал. спортсмены, Такой. казалось бы, пришли сюда на равных, потому что оба утверждают, что занимаются около года смешанными единоборствами. А Исраил, кстати, тайскому боксу немалое количество времени успел отдать. Ну. Оба спортсмена очень близки и по росту, и по весу. Ну вот он и пытается с ног начинать атаки. Израил. Несмотря на то, что он должен был вымотаться, посмотрите, насколько, ну, насколько живой, активный. Хорошая физическая форма. Ну, вот лоу-киком проверил ему ноги, внутреннюю часть ноги, да, еще ответную атаку видим. Еще один лоу-кик. Вот, мимо прошел. Удар. Отлично. Ох, хорошо попал. Правый апперкот в голову. Попытался пройти в ноги. Израил очень хороший спрол сделал. Откинул ноги назад. У нас Ибрахим все и за спину пошел. Молодец. Хорошо очень. Отлично защищается. Израил развернулся лицом к противнику. Не дал ему зайти за спину. Опять у нас в гарде в открытом. Борьба продолжается. Повыше поднимает ноги. Видимо, собирается или болевой делать, или удушающий у нас Израил. Я сейчас смотрю на комментарии в интернете, и очень-очень много всего положительного, хотя кто-то пытается и спорить. Он весь бой был на полу снизу, пишет Абдулла Мухтаров, видимо, еще про предыдущий бой. Однако лично я готов согласиться с судьями. Хотя кто меня спрашивает? Очень сильные удары сейчас пропускает Израил у нас в голову. О, еще один правый. Прям как гвозди в треугольник сейчас вышел прямо на треугольник. Сейчас закроет его. Закрыть надо. Правильно. Мы второй раз видим. Вторая встреча, второй выход на треугольник. И не могут закрыть ребята треугольник. Почему он называется треугольником? Ну, положение ног получается как треугольник. Положение ног одного спортсмена. Да, то есть тот, кто душит, у него ноги таким своеобразным треугольником расположены. И в этом положении должна попасть голова и рука соперника. И сжимая это окно, вот это внутреннее треугольника, происходит удушение. Вот опять у нас нога пошла. Опять пытается ногу вытащить у нас Израил. Богатый событийный ряд. Вот что я хочу сказать. Ну, тут не скажу, что сильно богатый. Вот ответил он ему сейчас справа в челюсть попал. Израил. Но пока доминирует у нас Ибрахим. Вот рефери остановил схватку. У нас, посчитав, что более серьезных каких-то действий не будет. Видите, нет, насколько они уставшие или нет? Да, но Израил подсел сильно, видно. Тяжеловато дышать начал. В руки попал. Опять фронт-кик. А еще сейчас проведу аналогию, которую не поймут молодые, юные зрители. Но мне кажется, я вижу бой Каяметова и Вадима Губина. Кстати, встреча была бы удивительная. Я бы посмотрел. Я бы тоже посмотрел. Я, кстати, предлагаю и Каяметову, и Губину зарегистрироваться, в конце концов. Ну, а почему нет? Fighting.net, в принципе, открыто для всех. Любой желающий может зарегистрироваться, указать, где он тренируется, сколько он тренируется, и система подберет вам соперника. Более того, вы сами можете подобрать себе соперника. Вообще, для чего существует то самое приложение, о котором мы вот изо всех сил ведем речь? Для того, чтобы спортсмены могли найти друг друга, сделать друг другу вызов, выбрать локацию, где можно заниматься, где можно встретиться и биться друг с другом. Более того, система подберет вам видеооператора, вы понимаете? И вот мы сейчас все проводим очень большими силами. Есть большая система, люди выводят все, транслируют в интернет, а есть более простая система для спортсменов, для начинающих. И при этом, при всем, можно продолжать выигрывать деньги. И проходить дальше. И найти себе спонсора. И все это Fighting.net. Вот сейчас middle kick с левой ноги в защиту попал у нас Израил. У нас рефери кричит. Ох! Правый боковой в голову. Отлично. Проход в ноги. Сразу же после него прям классическая связка была у нас по смешанным единоборствам.
зашел с ноги, 2 удара в голову и проход в ноги. Сейчас И у все, нас это, и все это после крика секунданта Да, «Делай, он- что я тебе сказал!» Причем звучит это как-то по-отечески, мне так показалось. Да, но вот сейчас у нас Израиль получается у нас сверху. Бэкмаунт занимает, пытается душить его. Руки зашли, но ноги не зашли. Вот. Челюсть он зажал ему, не шею. Сейчас ломает шею ему пока. Вот. Первую Ломает ногу шею за- звучит очень серьезно. Ой, ломает челюсть, не шею, челюсть. Сейчас до горла не дошло все. Некоторые про ММА говорят, что это бои без правил. Это же совершенно Нет, неправда. Есть нет. огромное количество правил. Причем страниц, наверное, 200 или 300 убористого текста. То есть правила очень серьезные, очень хорошие. В свое время UFC положила этому начало, когда они были реально без правил, их начали прижимать, и они все этот формат пересмотрели, и это стало видом спорта. Причем ярким, зрелищным, интересным видом спорта. Ну, я немножко ностальгирую по тому старому UFC, потому что там встречались яркие представители разных школ. Сейчас у нас уже смешанники, это прямо как отдельный вид единоборства. А Но при этом у взрослых спортсменов все равно Ну, а можно щас увидеть, к чему он больше мы тянется. опять Да? пропустили джеб в голову. К счастью, не мы мы с вами, пропустили. да. Да. Пропустил Израиль, попытался зайти в ноги и спрол откинул. Заспролил, откинул ноги у нас Ибрагим, но все равно его вытянул Израиль. Сейчас он сверху, в гарде, поднимет, пытается его сломануть, но как-то не стал дальше его делать. Абдулла Мухтаров пишет, что прямо сейчас машина. Интересно, о ком? Потому что, ребят, если пишете подобные... Опа, перевернул реверс. У нас Подобный комментарий отличный высказывайте. правый в голову. Что вы имеете в виду? Еще один у нас в исполнении Ибрахима. Хорошо. Защищается очень неплохо. Вот. В защиту попало. Звук был страшный, но удар прошел. в Но защиту. безопасный. Да. У нас 10 секунд осталось. У нас молоточек отстучал. И тоже это непростая задача, находясь в ринге, услышать вот это все. И стук молоточка, и не всегда громкий гонг. Но для этого существует рефери, он останавливает схватку. Но у нас вот боец синего угла победил. Я так, в принципе, и предполагал, что он у нас доминировал. Ибрахим Сафаров, наверное, даже ожидаемо. Во всяком случае, по мнению комментатора, ожидаемо. Я так и предполагал, слыша эту фразу. Да, как бы он... Если в предыдущем бою я сомневался в победе одного из бойцов, то здесь как бы, ну, ожидаемый результат. Если вдруг сейчас рискнуть оценить вот по 10-бальной системе, кому сколько баллов поставили бы вы этому бою по факту зрелищности, профессионализма? Ну, 8. 8. Да, Это при том, что 50. это начинающие спортсмены, Да. которые по году всего, как они говорят, Ну, они занимаются. неплохо. Видите, кажется, может быть, со стороны, что в некоторых моментах ничего не происходит, но там идет заправление, но там выход из неудобных позиций, оно не зрелищно, но это очень важно тактически. Вот этот спорт, это спорт чего? Спорт техники, спорт физической подготовки или головы? О чем идет Это речь? смешанный. Я единоборство. понимаю, что Я говорю, смешанное. Это все вместе. Это нельзя выделить. Тут одна физическая сила ничего не решит, так же, как никогда не решает одна техника. Ну Можно хорошо, будет технически- если вот какой-то из этих 3 параметров будет завален, то есть вот какой страшнее всего терять? Физическую подготовку, постоянные тренировки, технику или умение соображать быстро Я в ринге? думаю, что очень сильно скажется отсутствие физической подготовки, потому что если ты на 2-й минуте поплывешь физически, то ты выиграть уже навряд ли сможешь. Ибрахим? Да. Ибрахим! Куда подевался Ибрахим? Куда подевался Ибрахим? Только что секунданты фактически почти увели спортсмена. Нам удалось его перехватить. Я даже чуть было не обратил внимания на другого спортсмена, кто выйдет в ринг очень и очень скоро. Как он говорит, готовится. Ибрахим, мы хотим сказать, что прямо молодец. Как Поздравляем ощущение?
Очень хорошо. С чем пришел эмоционально? Чем? Ни с чем. Я бы предположил, что это означает, что вы выложились полностью или не полностью. Вот Полностью. если вдруг 4-й раунд, готовы продолжать? Готов, конечно, готов. Отлично. Я знаю, что вы не из Челябинска, город Мухта, правильно я произношу? Бохтар. Бохта. А это где? Таджикистан. Находится в Таджикистане. Как вы считаете, есть шанс, что вас смотрят ваши друзья, родственники из Таджикистана? Конечно. Всем ассаламу алейкум. Спасибо тем, которые писали комментарии, поддерживали меня. Спасибо моим тренерам Чупин Александрову за поддержку, за подготовку. Спасибо моим партнерам, чтобы работали со мной. Все. Слушайте, вы, несмотря на то, что вы, как вы утверждаете, пришли в проект, чтобы просто набраться опыта, вы уже говорите как профессиональный спортсмен. Вот словно за плечами огромное количество всего. Или вы готовили эту речь? Нет, не готовили, просто всегда Но- такой должен. Ну, а если... Готов был. Давайте представим себе, что вам уже много лет, огромное количество титулов, званий. Какой совет вы бы дали молодым спортсменам, чтобы побеждать? Или, может, вообще, чтобы не идти ни за что в ММА? Вот что вы скажете? Чтобы конкретно пахали, не подводили свои болельщикам. Ну все. Мне кажется, мы и вправду общаемся, я рискну произнести это слово, с профессионалом. Во всяком случае, подготовка. Видите, вот это то самое смешение всех трех факторов, включая голову. Смотрите, я понимаю, что это совершенно не главное, или главное, вот этот конверт и его содержимое. Нет, не главное. Еще хочу, я. Однако хуже от него не станет. Я с удовольствием вручаю вам от имени организаторов, от имени Fighting.net этот маленький приятный бонус, самое главное, к эмоциям и спортивному азарту, который вы сейчас выплеснули. Так держать. Приятно было наблюдать за всем этим. Поздравляем тебя еще раз. Спасибо большое. Удачи в следующих. Еще придете? Нам не видно, не слышно было, но я услышал ответ «Да, конечно!» И, в принципе,